По традиции, в праздник Крещения Господня верующие ходят за святой водой, посещают церковь и окунаются в проруби. Для многих людей, даже далеких от веры в Бога, это торжество ассоциируется прежде всего с омовением в проруби, называемой купелью. Крепкий крещенский мороз не испугал желающих погрузиться в освященную воду. Еще задолго до прибытия крестного хода горожане стали собираться у ледяной купели на реке Туэляс. Все меры безопасности, необходимые в данном случае, были соблюдены. Накануне вечером на водоеме уже дежурили спасатели. За ночь там успели искупаться порядка 300 горожан, а с утра к ним присоединились скорая и полиция. Традиционный горячий чай и автобус для переодевания – вот так были организованы крещенские купания для сибайцев. В этом году поставлена для переодевания палатка, туалет. Все организации активно приняли участие в подготовке. Купель соответствует по мерам безопасности. Глубина где-то 1,30 м, толщина льда более 70 сантиметров. Православный праздник в будущем станет праздником пропаганды здорового образа жизни. В полдень после праздничного богослужения в храме Отрады и Утешения настоятель отец Владимир совершил чин великого освящения воды на Иордане, поздравил всех собравшихся с великим праздником Крещения Господня и окропил присутствующих святой водой. Сегодня у нас такой радостный, светлый праздник, который имеет 3 названия даже в церкви. Это праздник Крещения Господня, праздник Богоявления и праздник Просвещения, потому что христиане приходят к Богу через крещение. Омовение в воде символизирует очищение внутреннего человека. То есть человек, приходя к Богу, очищается от грехов в таинстве крещения. Так вот, сегодня вот такое чудо ежегодное, когда мы освящаем воду, и эта вода действительно имеет свойство долгое время не портиться. И люди используют эту воду для освящения и своих домов, окропления, жилища своего, животных домашних. Ну и мы употребляем воду внутрь, чтобы освящаться изнутри. После обряда одни активно приступили к окунанию в прорубь, другие запасались освященной водой, чтобы ее хватило на год. Христиане верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. В этот праздник мы, конечно, церковь желает всем, прежде всего, изменения такого освящения души, чтобы мы с вами стали чище, лучше, не только когда в крещении нас осветили, но и сегодня, уже будучи взрослыми, каждый человек, чтобы мы в этом таинстве с помощью этой святой воды делались бы лучше, чтобы отмывались наши грехи, которые отмываются не просто водой, конечно, а нашим покаянием, изменением жизни. Вот это изменение жизни в лучшую сторону, очищение ее от всего, что есть в нас не совсем хорошее. Я и хочу пожелать в этот праздник. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.